Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и ОАЭ определили вектор укрепления стратегического партнерства. Визит парламентской делегации Туркменистана в Японию. Посол Туркменистана рассказал студентам Ереванского университета о философском наследии Махтумкули и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вице-президентом, заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бин Заед Аль-Нахаяном. В ходе переговоров стороны определили ключевые направления дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Глава Туркменистана с удовлетворением отметил традиционно дружественный характер отношений с ОАЭ, которые поступательно развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Вице-президент ОАЭ передал приветствие от руководства своей страны и подчеркнул важность развития сотрудничества с Туркменистаном как надежным партнером. Национальный лидер туркменского народа, глава Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором выразил благодарность за решение о праздновании в стране 300-летнего юбилея выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Председатель Меджлиса Туркменистана Дуня Гузель Гульманова провела переговоры с японской парламентской делегацией во главе с генеральным секретарем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты советников Японии Шимпеем Мацушита. В ходе встречи в Японии стороны подчеркнули важность укрепления межпарламентских связей для развития отношений двух стран. Парламентарии обсудили совершенствование работы групп дружбы, налаживание контактов между профильными комитетами и организацию взаимных визитов. Посол Туркменистана в Армении Мухаммед Гельды Аязов выступил с лекцией перед студентами факультета востоковедения Ереванского государственного университета. Мероприятие было приурочено к 300-летнему юбилею выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Посол рассказал, что идеи Махтумкули лежат в основе концепции нейтралитета и современной внешней политики Туркменистана. В своих произведениях классик призывал к единству народов, уважению традиций и духовных ценностей. Международная стипендиальная программа Turkiya Scholarships продлила срок подачи заявок на получение стипендий для граждан Туркменистана и других стран, желающих обучаться в вузах Турции. Как сообщает пресс-служба программы, теперь абитуриенты могут отправить документы на соискание стипендий до 25 февраля этого года включительно. Продление сроков приема документов призвано дать возможность большему числу талантливых студентов со всего мира получить качественное образование в Турции. В прошлом году более 100 тысяч заявок на участие в программе поступило от представителей 163 стран, в том числе и от граждан Туркменистана. Ученые Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана привезли из научной командировки в Индию электронные копии 69 рукописей, представляющих большую ценность для изучения истории и культуры туркменского народа. В результате работы с фондами ведущих библиотек и музеев Индии туркменским ученым удалось обнаружить множество ранее неизвестных в Туркменистане исторических документов, литературных произведений и других письменных источников, имеющих непосредственное отношение к прошлому туркменского народа. В одном из зоопарков США 36-летний аллигатор по имени Тибода стал пациентом срочной операции. Причиной тому стали 70 монет, которые посетители бросали в его вольер. Ветеринарам удалось успешно извлечь все инородные предметы из желудка крокодила. Операция прошла без осложнений, и сейчас Тибода проходит курс реабилитации. Зоопарк обратил внимание посетителей на то, что бросать монеты и другие предметы в вольеры к животным опасно. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем у животных. София Хейден из Вашингтона вошла в Книгу рекордов Гиннесса, надев 45 свитеров в местной библиотеке. Она побила рекорд 11-летнего француза, который в 2022 году смог влезть в 40 свитеров. После фиксирования рекорда София пожертвовала все использованные свитеры на благотворительность. Футболисты Аркадага провели закрытый спарринг с действующим чемпионом России «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Абу-Даби, где подопечные Владимира Байрамова продолжают подготовку к стартующему 4 марта чемпионату Туркменистана. Матч завершился ничейным исходом 1-1. За Аркадаг голом отметился Алтын-Мурат Аннадурдыев, в составе «Зенита» отличился Вильсон Изидор. Судьи из Туркменистана в рамках подготовки к новому сезону Высшей лиги 2024 по футболу проводят учебно-тренировочные сборы в ОАЭ. По сообщению Федерации футбола, арбитры отсудили ряд товарищеских матчей с участием иностранных
иностранных команд. В частности, Ресул Мамедов работал на игре лидеров российской премьер-лиги «Зенит-Локомотив». Бригада во главе с Акмуратом Курбановым обслуживала матч российского «Спартака» и киргизской «Абдышаты», а Арслан Гошанов отсудил игру команды «Галф Юнайтед» из ОАЭ и молодежной команды российского «Локомотива». На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.